Друзья, всем привет! Ребят, очередная рыбалочка. Сегодня я решил выехать по щуке. Вчера приехал с ночевой с Налима и остались живцы у меня. Я думаю, почему и нет. Правда, была такая оттепель, 2-3 дня вообще. Шел дождь, просто таяло, +3. Это вообще для февраля, как бы до конца этого непонятно. Обычно у нас -30 еще стоит, там, вьюги февральские и так далее. А тут просто апрель месяц. Ребят, такая шикарная погода. Сегодня -2 с утреца. Небольшой настик такой присутствует. За оттепель бураницы так вскрыли, скажем. И сейчас вот небольшой снежок подпорошил. Классно, ребят. Просто лечу, скольжу. Ну, местами проваливаюсь, потому что если вылетаю как бы с бураницы, то моментально там проваливается. Корочка наста еще небольшая, может сантиметра 2. А так в целом здорово, ребят. Деревья такие одели небольшую такую белину. Блин, шикарно вообще. Вот сейчас нахожусь в березняке. Блин, ребят, березы просто черные. Местами там проезжал, есть косач, тетерева сидят, красавцы вообще такие. Ну, здорово, ребят. Ну, еду на озеро, давно там не были. Посмотрим, не знаю. Целый месяц я там не был. А единственное, что переживаю, за эту оттепель скрылся ручей, заезд для озера. Он такой глубокий, метр, наверное, глубины, может даже больше. Сейчас буду смотреть, не знаю, ребят, так что время 7, начало 8. Заезжаем потихоньку. Так что, ребят, давайте со мной сегодня. Сразу поставили лайкосик, ребят. Налили чаечек. Ну и приятного просмотра. Понеслась. Да, ребят, я вот сейчас нахожусь на ручье. Давайте сходу пролетим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там печалька какая-то, ребят. Сейчас буду смотреть. Там какая-то, ребят, печаль. Придется сбоку проезжать, что ли. Потому что там открылось все, блин, капитально. Лучше не будем рисковать, проедем сбоку, вот ребят. Ребят, открылась вода. Сейчас вот так между кустиков попробую. Тону нормально, ну ничего. Все шикарно, солнышко встречает, подпрушило так меня нормально, но я тут дал нормально, после оттепели снежок немножко упал, такая корочка, и можно топтать вообще шикарно. По ручью проскочил, и это самое главное. Ладно, ребят, не теряем времени, расставляемся, потому что может утренний клев начаться уже, так что надо начинать успевать. Все стандартно, ребят, жерлицы, живец. Ну ничего интересного. Погнали.
Что, ребят, я готов. Разделся сразу, потому что надо поработать немного. Ну вот, сегодня хочу вот здесь вот эту прямую взять и расставиться. Посмотрим. Там мой снеговик стоит. Еще стоит, ребята. Потом съездим, посмотрим, как он себя чувствует. Простоял, получается, уже 2 месяца. Ну, шикарно, шикарно. Не знаю, идет, правда, циклон. Такой капитальный, аж наступает. Сейчас солнца, наверное, не будет сегодня. Ну да ладно. И для вас, ребят, впереди у меня интересная новость, так что потом посмотрим. Ну что, так, рамки, наверное, сильно не буду чистить, чтобы видно было издалека флажочек. Давно здесь не были. Последний раз я был, не знаю, ставил жерлицу, но живцы, ребят, начали задыхаться. Но после оттепели, я думаю, водичка тронулась, как-никак. И, возможно, щучка начинает активизироваться. Весна все-таки на носу. Так что расставляемся. Посмотрим сегодня, как получится. По щуке. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. 4 оборотика буду делать. Глубина небольшая. Ну и живец. Плотвичка. Вот такая. Погнали. Первая есть. Слонок пахнет, ребят, тиной. Походу, да. На Мару озеро. Мор пошел. Вон губуришь, запах идет. Это плохая хрень, конечно. Не знаю, попробовать. Дальше от берега еще попробовать поставить. Ну, сейчас начал отдаляться немножко потихоньку. Да, запах идет. Глубина небольшая. Может, со льда там. Ну, может, метров 70. Живец у меня живет уже 3-й день. Нормально себя чувствует в коридорчике. Так, нас не убираю вообще наверху.
Пускай так будет, а зато видно будет издалека. Солнышко, ребят, зашло. А так красиво было, интересно. Думал, такой пейзаж будет сегодня. Тучи зашли, даже снег, возможно, будет. Местами, ребят, пахнет лункой, местами не пахнет. Интересно, конечно. Я уже заканчиваю расстановочку. Время 8:30. Заканчиваем. Вчера подклеил флажки все. Хотел заменить. Ну, у меня не было ткани вот этой оранжевой. Хотел большие сделать, такие здоровые, чтобы видно было в пургу. Была только вот такая желтая. Короче, не нашел я эту жилетку дорожную. Раз, два, три, четыре, 5. Поводок длинный. Жуца высоко поднимаю, чтобы и так кислорода нету, чтобы хоть немножко пожил. И, возможно, щука нас порадует. Что-то покрупнее надо поставить. А уже такого ничего нету, все среднее. Давай, подруга. Вот так вот. Так, что у нас по времени уже? Я закончил, осталось пару еще желез поставить. 37 минут. Ну, нормально, успел. До 9 успел. Вообще, я не знаю, будет сегодня брать, не будет. Давно сюда вообще никто не ездил. Разведки никакой не было. Так петляю, где-то возле берега, где-то отдаляюсь. По-разному, не знаю. Стрельнет, не стрельнет, посмотрим. Вот такое место, ребят. Здесь, походу, вода выходила много и замерзла потом. И нету воды, по краю воды очень много. А здесь такое место и вообще не проваливаешься. Удобно так. Вода выходила, походу, местами. Там, допустим, вот так снега и наст. Тяжело ходить. А здесь вот так. Здесь, наверное, забазируюсь, потому что здесь классно. Сейчас подъеду сюда и нормально будет. Вот так вот клево, говорит, а вот так нормально. Ну, ребят, разбираем лагерь потихоньку. Давай. Нам пока не нужно. Что, ребят, недавно было 14 февраля. И вот моя любимая задарила, ребят, вот такой стулец. Давно мечтал. Опачки, братва, видал? Подлокотнички. Здесь вот такая, я не знаю, как полочка получается, но она мягенькая. Что-то можно поставить. Или ее сделать твердую, мягкий подлокотник. Здесь тоже мягкий подлокотничек и 2 кармашка. Ну-ка. Ну это, ребят, другое дело, я вам скажу. Вообще пойдет. Сейчас с техникой никаких проблем, можно возить. Вот тепло, ребят, смотрите. Загорать. Тут чаечек поставлю сейчас. Шикарно. Ну и наконец-то, братва, взял палаточку.
Вот она. Красавица. Алтайчик. Алтаюшка. Сегодня сделал на нее обзорчик, ребят. Расскажу и покажу, что вообще представляет. Почему именно вот такую палатку взял, ребят. Какие ее плюсы, какие ее минусы. И минусы, ну, без минусов никуда, я думаю, ребят. Также с этого стула. Ну, это подарок на 14 февраля. Так что я как бы ничего не могу сказать. Где-то купила в рыболовном магазине. А так классная расцветочка. Все шикарно. Подтягивается нормально. Так. Это крышка у меня от контейнера. Ладно, уберем ее сюда. Казачок достанем. Тормозку, ребят. Чайку сейчас за прибытие. Как обычно. О, хорошо. Чайковского разопьем немноженько. Не знаю, конечно, интересно. Ну, ближе к весне эта щука начинает, конечно, опять показываться. А так, многие, кто со мной, видели, что в начале зимы мы достаточно много здесь ее ловили. Есть даже трофеи. Лично мой тут трофей был на 300. А Евгеньевич у меня напарник взял на 6,5 килограмм. Все это есть на канале, ребят. Если кто новые друзья подписались, предлагаю посмотреть. Очень интересные рыбалки, здоровские вообще. Такие эмоции были. Ладно, братва, ваше здоровье, красота. Я один. Шикарное озеро. Таинственное такое, таежное. Классно вообще. Солнышко прячется, конечно, местами. Но, блин, все равно здорово. Ладно, ребят, за рыбалку, за щуку. Ништяк. Недавно была посылочка от Вади, ребят. Вот Вадима, я так сокращенно говорю. Но такой лексикон у меня с Англии. Вот он прислал мне такой монокль. Также, ребят, смотрите, можно его поставить на штатив. Какой плюс. Вот, допустим, у меня монокль. И вот он так закручивается. То бишь можно устанавливать его на штатив. Все. Вот такая штуковина, ребят. Ну, это, допустим, большой штатив, когда пристрелка оружия или ружья, допустим, шикарно. А так он мне нужен всего лишь напросто смотреть последние жерлицы, когда, допустим, метель. Но сегодня ясно. А так открыли и смотрим, ребят, последнюю жерлицу. Здесь регулировочка. Нормальная дистанция тут. Написано 1,5 километра. Четко, ребят, четко видно вообще. Ну, конечно, в камеру я вам не смогу показать. А так бомба вообще. Вот сюда можно его положить. Пускай у меня здесь лежит. Последние жерлицы. Ну, это сейчас я вижу, как бы. Но если когда буря, мы, кстати, рыбачили, шикарно просматривается. Вот. Если, допустим, раскинул капитально по озеру, то вот видно. Классно. Спасибо, Вадя, за такой подгончик. Здорово вообще. Классная штука. Удобный. Закрыл в карман его. Или вот говорю, ребят, на штатив. Бам. И пристрелка оружия. Смотришь мишень. Потому что здесь, ну, расстояние нормальное. Увеличение в 60 раз. Ребят, я настроил монокль. Как бы как мне надо. Шикарен вообще. Да, братва. Комфортная рыбалка. Это совсем другие вещи. Вот сюда мы положим его. В полочку. Или вон сюда в кармашек можно. Лишь бы не забыть потом. А то с последней поездки куда-то засунул штатив. И потерял, блин, его. Вылетел у меня с саней. Что, родные, 9:30. Тишина, блин, не знаю. Вот это все переживаю, что, может, думаю, близко поставил к берегу.
Тут надо было дальше выставлять, потому что тут трава вот здесь идет, бровка. Камеру не взял с собой посмотреть, конечно, интересно бы было. И вот надо попасть в этом месте, вот допустим. Я знаю, что вот на той стороне там идет песок. Там уже смотрел все полностью. А здесь вот идет граница травы. И вот если ты угадаешь рядом с границей, то отлично все получается. Много сработок. Чуть так ради эксперимента посмотрю. Ну, считай, получается, жалится стоит уже около часа. Ну, уже да. Уже плохо шевелится, ребят, смотрите. За час уже живет, еле-еле себя чувствует. Да. Это, конечно, не есть хорошо. Блин. Печалька. Как быть потом? Не знаю. Если, говорит, ребят, щука не идет к нам, мы пойдем к ней. Не знаю, тут сейчас позвонил Женьке. Женька говорит, попробуй, говорит, Андрей, говорит, на ту сторону, говорит, поставить. Потому что, говорит, вот именно, что вот мы начинали перволедок с той стороны вот рыбачить. Потом щука как бы смещается, как будто бы, я не знаю, ну уже так, уже проверено годами. И потом как будто к весне ближе она опять начинает там. То бишь там начинает, приходит сюда, тут зима. И потом опять туда. Не знаю. Ну, сейчас штук пяток возьму. И вот там поставлю недалеко. Если что, в монокль можно будет смотреть. Потому что, ну, тут уже лагерь, ладно, здесь останется основной. А так в монокль будем смотреть. Возьму сейчас вот высокие жерлицы, которые вот у меня есть. Ну, флаг будет далеко видно. И, короче, поставим пяточек туда. Сейчас быстро смотаю и свозим. Съездим. Ладно, попробуем, что. Пытка не пытка. Рыбалка такова. Ну что-то вообще не дело. Тут, во-первых, бубенцы у меня на вот этих жерлицах есть. Что-то еле-еле, короче, вот так шевелится. Резиночка есть, чтобы леска не разматывалась. Так, тормознем. И соберем пяточек. Посмотрим. Съездим. Сейчас посмотрим. Собрал жерлички. Попробуем. Глубина небольшая. Попробуем здесь. Ну вот. В монокль буду видеть, если что. Так, ради интереса, ради эксперимента. Пяток поставил. И степь. Не знаю. Там часто бывают сработки. Так, посмотрим.
Ну вот приехал на место. Тишина, да, тишина. Живец медленно умирает, задыхается, нет кислорода. Короче, непонятки. Ну в это время уже начинаем здесь рыбачить, щуку ловить. Так что, тем более такая оттепель. Возможно. Ну что, родные, настал тот момент. Наконец-то, ребята, я взял палатку. Много вы писали. А когда уже, Андрюха, возьмешь палаточку и будешь просто кайфовать, сидеть на льду. Неважно, на льду, летом, зимой. Когда? Все, ребят, наступил тот час. Взял я, ребят, наконец-то себе палаточку. И давайте вместе, ребят, ее распакуем. Я вам немного расскажу, покажу, почему именно эту палатку я взял. Какие плюсы от нее. Так что, ребят, палаточка, ребят, Алтаюшка двухслойная, Алтай 1. Квалификаций очень много. Ну как, Алтай 1, ребят, 1-2 слоя, Алтай 2, соответственно, 1-2 слоя, и Алтай 3, соответственно, 1-2 слоя, ребят. Ну, чем дальше мы идем по квалификации 1, 2, 3, соответственно, она и больше, и лучше, и теплее, и мощнее. Но у меня, ребят, средний вариант. В принципе, для меня вообще как за глаза. Очень здорово, очень классно. И сегодня, ребят, первое вскрытие ее, потому что я именно искал такой момент, но дома ее не распаковать, а здесь на льду в таком классном месте, ребят, мы вместе распакуем и посмотрим. Давай. Сразу, ребят, почему эта палатка? Во-первых, ребят, это расцветка, это камуфлированная расцветка. Для меня камуфляж, это, я не знаю, это как импортная одежда. Палаток зимних очень много, это белые, красные, оранжевые, синие. Но я посмотрел по даже первому сезону у людей, смотрю, она сразу грязная становится, потому что, ну, белая палатка, она маркая. Соответственно, вот эта палатка, она уже, возможно, не такая светлая, как, допустим, белая палатка, потому что в ней немного темновато. Ну, темно, это как бы не столь важно, ребят. Сейчас есть фонарики, есть разные гаджеты, освещение не проблема. Данная палаточка, ребят, весит 13,5 килограмм. Вот в таком чехле, в такой сумке. Ну, естественно, я думаю, нужен будет трансфер, потому что так ее не потаскать. Или какие-то большие волокуши с собой, или зимой это непосредственно мой буксировщик, снегоход. А летом это лодка, ну или машина, чтобы доставить ее до места. Этой палаточки 2,7 метра, высота 1,8, весит, еще раз повторюсь, 13,5 килограмм. И вместительность, как пишет производитель, 4 человека. Ну, по вместительности это мы будем оспаривать, потому что будет стоять печка, будет стоять раскладушка там, или какое-нибудь кресло, допустим, как у меня, то, соответственно, вместительность будет гораздо меньше. Но это не важно, ребят, я взял, во-первых, для себя ее, возможно, с кем-то, с напарником я поеду, вдвоем будет вообще нормально. Сразу, ребят, пока не распаковал, начну о плюсах. Плюсы, это раз, ребят, это всесезонная палатка, это раз, ребят, всесезонная. Допустим, ну я ничего не говорю, куб можно также поставить летом или осенью, да, допустим, но он уже будет выделяться на фоне тайги, леса, потому что он белый или синий. А это, ребятушки, камуфляж, она подходит помимо рыбалки, ну, допустим, со льда, так же, как и жилой модуль, шатер. Палатка, ребят, как шалаш, я не знаю, вот, допустим, на уточек, вот недавно, вон недалеко стоит шалашик, соответственно, его можно установить как шалаш, потому что он камуфлированный. Есть большие окна, и можно прям стрелять с окна. И еще какой, ребят, момент, я потому что кайфажор такой немножко, это палатка-баня, ребят. Вот еще какой момент, я давно, ребят, хотел сделать походную баню, но теперь она будет у меня своя, вместе просто будем ее брать, и я не знаю, конечно, по осени, по лету мы используем как баню. Ладно, ребят, давайте распакуем и посмотрим. Ну что, значит, ребят, вот такая сумочка. Вот такой чехольчик у нас присутствует. И наша палаточка, ребят. Конкретно палатка. Кстати, такого же цвета, как и чехол. Здесь сразу мы видим в чехле есть такой карман. Сразу откроем, начнем с чехла. Здесь присутствуют колышки. Вот такие колышки, но нет вертуши. Вертуши надо докупать. Но это не проблема. Сейчас можно везде заказать их. Вот такие колышки. 2 окна, ребят, на липучках. Вот такие окна можно будет поставить. И, соответственно, в палатке тоже будет светло. Небольшое описание, меры предосторожности, инструкция и так далее. Коврик, ребят, под печь, такой из специальной ткани.
Еще вот такая сумка. Здесь мы видим, получается, бухточка с веревкой. Это на растяжечку устанавливать. Соответственно, ткань для заплаток. И вот такой болт. Что такое болт, ребят, я немного покажу в дальнейшем. Палатка, ребят, зонтичного типа. Ну, в виде зонтика. Никакой не куб, но это не столь важно. Бабам. Собирается, ребят, 3 секунды. Это как защита получается от верхушечки. И просто резиночка, чтобы затягивать все это дело. Ищем, ребят, дверь. Ищем дверь. Заходим внутрь. Вот у нас, ребят, есть такой рычаг. Высоко поднимаем над головой и растягиваем. Готово. Готово, родные. Палатка собирается в 3 секунды. Просто. Но надо небольшое усилие. Допустим, женщина или молодой человек, не имеющий какой-то физической массы, там, то это будет сложновато, конечно. Ладно, давайте, ребят, выйдем и посмотрим снаружи. Палатку поставил просто буквально за, я не знаю, за секунды. Вот так она и выглядит снаружи. Что мы видим, ребят, это утяжечки с разных сторон. Бам-бам. Со всех углов. Бам-бам. Также присутствует 2 окна. Раз окно. И второе окно. 2 окна напротив. Здесь у нас место под печку. Вот есть петельки, есть утяжечки. Все это заворачивается. И выход под печку. Также дверь. Это у нас второе окно. И окна вентиляции. Вот здесь. Двери, ребят, это основная дверь. Дальше идет москитная сетка. Это конкретно под лето, ребят. И идет второй слой. Вот второй слой. Он белого цвета. Вот здесь, ребят, выход под печечку. Сделано под такую ткань по всей высоте, чтобы не нагревалась. Здесь у нас, ребят, вентиляция. Окно. В каждом окне, ребят, и в каждой вентиляции также стоит сетка. Вот видите, да? Раз. Тут также второе окно. Также стоит сеточка. Это второй слой, это сетка, это основной слой. Наверху, ребят, прикольная штука под всякие гаджеты. Телефон, рукавицы, перчатки, неважно. Потому что самое тепло это наверху. И как не знаю, как приспособление для одежды, там, ну, для чего угодно, неважно вообще. Здесь у нас, ребят, вот такой карман, прям под окном. Дальше идем. Встроенные полы. Ребят, палатка с полами. Они вот достаются. И уже на молнии полностью застегиваются. И палатка у нас с полами, ребят. Здесь идет такая... Ну вот я вот показывал, ребят, у нас есть там сумочка. И она просто вот на липучках пристегивается сюда. Так, сразу возьмем эту сумочку чисто для примерки. Посмотрим, что да как. Да, вот, ребят, вот эта сумочка. И вот она конкретно сюда пристегивается. Конечно, сумка небольшая, но под что-то, под удочки тык-тык наложить нормально будет. Шикарно. Этот рычаг, ребят, нужен чисто для сборки. Он спокойно откручивается и убирается.
Раз. И я показывал, ребят, видели там болт. Этот болт просто вкручивается. Вот этот рычаг нужен чисто для сборки. Он откручивается, выбирается и уже конкретно не мешается нам. Сейчас мы его обратно вкрутим. Также конкретно, ребят, я насчитал около 10 утяжек. Каждая утяжечка, когда мы уже выставили, отрезали веревочку, приготовили все уже капитально под каждую утяжечку свою дистанцию, свой размер веревочки. Здесь есть такой кармашек, и веревка складывается сюда и закрывается, и уже находится именно вот там. Также, ребят, есть у нас два окна, которые залепляются вот сюда. Это мы все сворачиваем. И вот на вот эти липучечки мы, ребят, ставим окна. И у нас стоят два окна. Соответственно, в палатке будет светло. Не говоря о том, что она камуфлированного цвета и немного темновато. Ну, в принципе, даже вот сейчас я здесь нахожусь, я бы не сказал, что очень темно. Наоборот, даже такой приятный свет, не режет глаза. Нормально. Охотников самое милое дело, как жилой модуль, но так же, как и какое-то укрытие, я не знаю, как шалаш, подходит на утку, охота на косача весной. В принципе, да, спокойно, ребят, можно производить огонь. Правда, я не подзакатался. Да, можно стрелять, ребят, спокойно, шикарно вообще. Раз окно и два окна. Ну да, надо устанавливать так окна, чтобы, ну, допустим, если таковища там, то, соответственно, окно устанавливаем в эту сторону. Есть, ребят, у нас наверху еще вот такие вот 3 утяжечки. И здесь непосредственно, ребят, еще идут вот такие липучки. Конкретно сюда еще можно дополнить такой тамбур. Продается тоже отдельно. Натягивается веревочками и прикрепляется вот сюда. На вот эти липучки. Непосредственно еще есть тамбур. Своими словами, ребята, обзоры я не люблю делать, как бы, ну, как получается, так и говорю с плеча, так что не обессудьте. Про много плюсов, ребят, рассказал, то, что она идет как для охоты, как для рыбалки, со льда, как просто жилой модуль. Ну, я не знаю, ее можно брать просто на пикники и так далее. Ну, еще как баня. Это, конечно, очень здорово. Сразу, ребят, смотрите, обосную почему. Допустим, у вас палатка там трехслойная, и у слои они не снимаются, и, допустим, летом, ну, там от солнца просто будет даже без печки невыносимая жара. Здесь, ребят, смотрите, второй слой вот на таких утяжечках, и просто получается, на липучках. Чпук-чпук-чпук. Мы с вами просто отстегиваем второй слой. Москиточка у нас остается на основной палатке. И у нас будет просто летняя палатка, как шатер. Ну, просто мы слой убираем, и у нас, ребят, становится универсальная палатка. Это очень здорово придумано. С одной стороны, слой просто убирается за считанные секунды. Также он вставляется. Соответственно, ребят, смотрите, место увеличивается просто в 2 раза, я так думаю. Потому что вот этот слой, ну, закрывает большую дистанцию. У нас палатка просто увеличивается. Единственное, что у нас не будет полов, потому что полы пристегиваются ко второму слою, не к основному, а вот внутреннему слою. Это раз. Потом не будет вот этого у нас кармашка, вот этой сумочки, и не будет вот этого кармана. А москитка, все остается, ребята, вот там. Здорово, ребят, здорово. Ну, в принципе, 2 кармана мы теряем, полы, но у нас становится однослойная, легкая летняя палатка. Это очень здорово. Один минус, ребят, нашел, потому что вот дверь, замки все односторонние. Ну, закрываешься спокойно, потому что здесь вот есть дополнительный такой кусок ткани, который закрывает вот этот шов. И можно спокойно закрыться. Все, мы, получается, внутри штырь мы отцепили. Все, отлично. Ребят, здесь уже реально тепло стало. Шикарно выглядит со стороны. Ну да, ребят, допустим, если поставить
где-то ее в лесу или в болоте на гуся, допустим. Ну да, она не такая вообще как-то яркая и подходит вот реально для охоты. Классная расцветка, такой тростник. Здорово вообще. Ну возьмем, так, чисто для себя возьму кресло. Попробую установить палаточку. Ну, большая дверь. Спокойно можно занести раскладушечку. Так, здесь у нас стоит печка, получается. Здесь у нас луночки. О, ребят, красота. Лепота. И можно сидеть рыбачить. На травушку расстелились, поставили полы. Можно ходить босиком, в шлепках. Взять ребенка, ребенок занимается там делами. Включить ему мультики, там игрушки, если маленький ребенок. Классно. Вот такой, ребят, небольшой обзорчик палатки Алтай-1. Палаточка предназначена для минус 40, до плюс 50, как написано в паспорте. Ну, надо тестировать, смотреть. Кому интересно, ребят, какая ткань, какой сплав материал, допустим, каркас из чего состоит. Ссылочка, ребят, в описании. Залетаем, не стесняемся, смотрим. Палатка, в принципе, ребят, классная, классная. Соответственно, палатка Алтай 2, она немного больше. Алтай 3, соответственно, еще больше. Ну, я взял такую среднюю, потому что, как бы, ну, громадную палатку тоже, как бы, я думаю, смысла нету. Это самый такой оптимальный вариант. Здорово. Мне нормально, ребят, мне нравится. Долгожданный флаг. Шикарно. Едем. Не знаю, когда сработал, но флажок вроде, да. Первый загар. О, что-то мотает. Полная размотка, ребят. Бодается уже. Блин. Полная размотка бодалась, короче. И ушла. Ё-моё. А я такой не спешонько подхожу, так вот она давно уже взяла, ребят. Но факт в том, что есть поклевка, была поклевочка. Блин. А я подхожу, катушка тук-тук дергается. Оказывается, щука была, блин. Короче, пока делал обзор, прозевал. Ну ладно, значит, не наша. Не знаю, почему не заглотила за такое время. Но уже радует глаз. Сработочка была. Да, прозевал поклевочку. Прозевал. Но щука гуляет. Поклевка была. Возможно, еще будет загар. Я подхожу, катушка кивает, а там размотка-то полная уже была. Я что-то поздно сообразил. Ну ничего страшного. Живец есть. Вот эта сторона стрельнула. 11 часов, ребят, не все так плохо. Сработочка. Будем надеяться, что не последняя. Ну, можно было взять щуку, но немного показал вам палатку и, соответственно, прозевали мы вот это все дело. Ладно, тогда сейчас стол разворачиваю. Не буду готовить палатки, хотел посидеть в палаточке. Будем смотреть. Может, еще стрельнем. Вечно молодой мамы, голодный художник, пустые карманы, граненый
Что, родные, щука молчит. Одна поклевочка в 11 часов, начало первого сейчас у нас уже. Тишина, сижу, скучаю. Ну, посидим до часиков 2-3, я думаю. Может, стрельнет, может, порадует. Ну, показала себя щука, все равно. А так, тишина, спокойно. Небольшой ветер поднялся. Я, ребят, вспомнил, что у меня есть. Мне же Водян сигарилы, ребят, отправил. Че, раскуримся? Курение вредит вашему здоровью, ребят. Так что это чисто для общего кайфа. Как на Кубе, братва. Ребят, на глазах щелкнуло с той стороны. Едем. Ну и что тут у нас? И тут щелкнуло. Я, правда, не слышал, но сидел как раз, смотрел, увидел. Сидим, посмотрим, будут забирать, нет? Ну что, ребят, минуту 3 подождал. Тишина какая-то непонятная. Вот какого-то уходит, скажем, как будто. Живца сбила. Сбила живца. Кто-то тут клювакал. Вторая сработочка. Нам, наверное, мелкая щучка срезала там. И все. Ну вот, как-то непонятно, но все равно есть какие-то шевеления так-то. Скоро начнется рыбалка здесь нормальная, я думаю. Надо немножко подождать просто. Что, родные, второй час дня, без 15 уже. Ну так и просидел. Тишина. 2 флага за сегодня в 11. И вот час, буквально час назад, наверное, в час. Все. Тихо. Ну уже как-то шевеления какие-то пошли, уже нормально, уже радует. С разведочкой съездил, нормально отдохнул, попил чайку, посидел в шикарном кресле. Показал вам палаточку, что приобрел. Начнем собираться потихоньку. Поедем. Пацаны там снизу звонили рыбачить на реке. Там у Мишки день рождения. Заеду к ним, поздравлю. Ну и домой. Надо ехать в город по делам. Так что будем собираться, я думаю. Ну, смысла уже я не вижу. 100%. Вот там, где, ребят, палатка у меня, воды вообще нисколько нету. Здесь вот уже вообще много. Как-то тоже местами есть вода, местами нету. Местами есть, местами нету, непонятно. Что у нас с живцом? Угу. Да,
Кислорода нету. Давай, плодитесь. Что, родные, собрался. Вот такой денек сегодня получился. Все упаковал. 2 сработки, ребят. Ну, я приехал с проверочкой и убедился, что можно уже начинать рыбачить по щуке. Скоро весна, ребят. Скоро трофейная рыбалка. Так что все впереди, ребят. Ну, не удалось как бы добыть, ну, ничего страшного, как бы. Сильно не переживаю, потому что сейчас налегке. Сегодня посидел, кайфанул, классная погода. Сегодня был один, очень здорово, ребят. С наступающим, братва, всех, с 23 февраля, день мужиков, родные. Счастья, здоровья, берегите себя. Дрюня на связи. Все, я гоню домой. Пока. Ну что, ехаем?